Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как анализировать эффективность вашей рекламы в социальных сетях. Для начала давайте еще раз проговорим. Вся рекламная деятельность служит одной цели – продавать как можно больше товаров или услуг вашего бизнеса. То есть эффективная реклама – это та реклама, которая генерирует как можно больше средств для вашего бизнеса. Все маркетинговые усилия, включая рекламу в социальных сетях, в конечном итоге направлены на стимулирование продаж и получение дохода. Для оценки эффективности маркетинга есть специальный показатель – рентабельность маркетинговых инвестиций, или коротко ROMI – это английская аббревиатура. ROMI – это важный показатель, который измеряет финансовую эффективность маркетинговых кампаний. Давайте рассмотрим максимально простой пример. Вы решили включить рекламу на вашу услугу в Инстаграме. На неделю заложили бюджет $10. Благодаря рекламе получили продажи на $30. Таким образом, реклама эффективна, а ваш показатель ROMI положительный. То есть ROMI помогает предприятиям определить, какой доход приходится на каждый доллар, потраченный на маркетинг. Теперь давайте поговорим про то, как на наши продажи влияют социальные сети. И тут все не так линейно, как в приведенном примере. Особенно если у вас не строго онлайн-бизнес, скажем, онлайн-магазин. И даже в этом случае тоже не так легко. Итак, социальные сети играют важную роль в стимулировании продаж по различным каналам. Какие это каналы? Это узнаваемость бренда, то есть социальные сети помогают повысить узнаваемость бренда и, соответственно, доверие среди потенциальных клиентов. Второе – это прямые продажи. Прямые продажи через сообщения. Пользователи пишут вам сообщения и немедленно покупают товар или заказывают услугу. Далее трафик веб-сайта. Привлекательный контент в социальных сетях привлекает трафик на ваш веб-сайт, увеличивая возможности для покупок уже там. Поток клиентов в физические магазины. Рекламные акции в социальных сетях могут привлечь местных покупателей и направить их в физические магазины. Все это очень важные компоненты, но они в совокупности приводят к проблемам подсчета эффективности рекламы в социальных сетях. Именно из-за многогранного разного воздействия маркетинга в социальных сетях на ваш бизнес расчет ROMI может быть сложным. Фактически социальные сети по-разному и на разных этапах влияют на воронку продаж, от узнаваемости бренда до сиюминутной покупки. Усилия в социальных сетях часто способствуют повышению узнаваемости вашего бизнеса. При этом клиенты могут совершать покупки спустя долгое время после просмотра рекламы. Еще нужно учитывать, что выверить один конкретный рекламный путь очень сложно. Есть люди, которые видели вашу рекламу давно, есть люди, кому посоветовали их друзья, которые видели вашу рекламу, есть люди, которые увидели и вашу рекламу, и ваш физический магазин. Так в итоге, которая из ваших реклам повлияла именно на эту покупку. Эта проблема особенно актуальна для более дорогих услуг, когда клиентам может потребоваться время, чтобы обдумать свои варианты, прежде чем принять решение. И все же, как посчитать эффективность рекламы? Для начала обратиться к аналитике. Аналитика предоставляет ценные данные для оценки эффективности компании в социальных сетях. Да, это не прямая связь с продажами, однако это информация, мониторя которую мы все же можем в итоге понять, которая из наших реклам работала лучше. Итак, какие есть показатели аналитики? Трафик веб-сайта. Проанализируйте количество посетителей, перешедших на ваш веб-сайт по ссылкам в социальных сетях. Сгенерированные сообщения. Отслеживайте количество запросов и потенциальных клиентов, созданных с помощью сообщений в социальных сетях. Охват и показы. Узнайте узнаваемость бренда и воздействие, проанализировав охват ваших объявлений. Реализация конкретных стратегий может помочь в расчете ROMI для социальных сетей и связать их с продажами. Давайте обсудим эти методы. Во-первых, это промокоды. Что вы можете сделать? Вы можете указать уникальный промокод в каждом отдельном рекламном объявлении. Люди будут использовать этот промокод, а вы сможете отследить, сколько покупателей привела к вам именно эта реклама. Вы наверняка видели, что такие промокоды своим подписчикам предлагают блогеры в Instagram. Это делается с той же самой целью – отследить, как много покупателей придет от того или иного блогера. Так что промокоды инфлюенсерам в случае, если вы планируете с ними сотрудничать, тоже необходимо предусмотреть.
Еще один не идеальный, однако используемый в маркетинге способ называется A/B-тестирование. Это понятие пришло к нам из сферы IT. Что мы делаем? Начинаем тестировать разные компоненты одной и той же рекламы. То есть, скажем, включаем одинаковую рекламу на одинаковую аудиторию, но с разным текстом, или с разными картинками, или наоборот, одинаковые картинки и тексты на разную аудиторию, а потом оцениваем, какая из реклам сработала лучше. Последний способ сложно осуществим, однако обсудим и его. Мы выключаем все остальные каналы продвижения, причем не только в социальных сетях, и оставляем только одну рекламу. Фактически пытаемся создать определенный вакуум, чтобы оценить рекламу. Но этот сценарий используется мало, так как результаты некорректны. Ведь, как мы обсуждали ранее, невозможно, так сказать, выключить память. А многие люди уже имеют некоторое впечатление о нашем бренде от предыдущих реклам и просто к решению совершить покупку пришли только сейчас. Для понимания эффективности рекламных кампаний нет ничего важнее накопленного опыта. Опыт работы с аналитикой социальных сетей и отслеживанием ROI поможет усовершенствовать вашу рекламную стратегию. По мере того, как вы будете получать больше данных и идей, вы будете лучше понимать взаимосвязь между усилиями в социальных сетях и продажами.